В эфире БСТ, передача «Интервью», студии Тимур Давлетов. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о промышленном форуме и поговорим об этом с Сергеем Анатольевичем Севницким, директором Центра стандартизации метрологии имени Мурадшина в Республике Башкортостан. Сергей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Ну и, собственно, самый первый вопрос. Что за промышленный форум пройдет в нашем регионе, насколько он актуален, полезен будет для Республики Башкортостан? Республика Башкортостан является крупнейшим промышленным регионом Российской Федерации. И не просто крупнейшим, а еще и многоотраслевым. И, соответственно, форум – это возможность подведения итогов, возможность демонстрации достижений, ну и, естественно, поиск новых контактов. Собственно говоря, вот это мероприятие, которое уже стало традиционным и которое, я точно скажу, наверное, является визитной карточкой республики, будет проходить в Уфе в период с 12 по 14 ноября в этом году. Со всей России, я так понимаю, приедут и промышленники, да, тоже будут представлять свою продукцию, наименования какие-то и не только определенные. Со всей России. То есть я думаю, что в этом форуме принимают участие в том числе и зарубежье, ближние, дальние зарубежья. Надеюсь, что этот год особенно тоже наверняка китайцы, индусы и белорусы. Наши, так скажем, друзья. Они должны быть обязательны. Скажите, пожалуйста, что интересного еще можно увидеть, узнать на этом форуме? Форум, он на самом деле большой и многопрофильный. То есть в этом году форум будет специализироваться, то есть на тематиках металлообработка, машиностроения. Соответственно, в рамках этого форума, помимо пленарных заседаний, будет проходить и большое количество круглых столов. Мне кажется, рассказать там за 2 минуты трехдневную работу форума очень сложно. То есть на сайте выложена вся программа. Мероприятия будут богатыми на события, которые будут проходить в рамках этого форума. В частности, для нашего региона. Чем знаменателен будет? Наверное, я не отвечу за весь форум, я отвечу за те площадки, которые мы в рамках этого форума будем организовывать. То есть мы в этом году совместно с Уфимским институтом науки и технологий организовываем конференцию по станкостроению и несколько круглых столов, которые направлены на раскрытие темы, насколько важна стандартизация и сертификация продукции станкостроения, и насколько важна роль испытательной лаборатории для производителей этой продукции. То есть это вот те активности, которые будут именно на деловых полях форума. Вот как раз-таки про станкостроение хотелось бы на этом немного остановиться и уточнить, что вот там интересного будет. Могут для себя найти не только гости, но и наверняка и те, кто будут участвовать в этом форуме, принимать участие. Мы надеемся, что ради чего и организуем эти площадки, что они будут интересны. На сегодняшний день станкостроение, создание, развитие производств, средств производства является, наверное, одной из первостепенных задач, которая в Российской Федерации должна быть решена, но без нее невозможно ни технологическое лидерство, ни суверенитет. И элементы, все, которые направлены на развитие этой отрасли, то есть они очень важны. То есть стандартизация – одна из таких элементов. О деятельности технического комитета, о той работе, которая планируется дальше, то есть процедуры, связанные с оценкой соответствия, сертификацией, продукция этого рынка, это как раз тема круглых столов. На круглых столах будут присутствовать спикеры, то есть как и федеральные, так и, надеюсь, и с Республикой Беларусь. Какие наиболее актуальные вопросы будут решаться в рамках этого форума? По крайней мере, со стороны Центра стандартизации метрологии. Обсуждаться. Да. На форуме мы их обсуждаем, то есть для того, чтобы дальше потом решать. Актуальные вопросы, как я уже сказал, в рамках секции стандартизации, то есть что делать с стандартами. Скажу, подсвечу, что в этом году технический комитет ТК-070, членами которого мы являемся,
фактически является разработчиком 90 стандартов. То есть такого количества стандартов не пересматривалось, в принципе, с момента, наверное, его создания. То есть это как бы переработать стандарт, не цель просто переработать стандарт. Да? То есть каждый стандарт – это чаяние, нужда конкретной отрасли, конкретного направления. Поэтому наша задача максимально собрать всех заинтересованных, да, то есть потребителей, производителей этой продукции, да, то есть для того, чтобы этот документ он был реально в помощь, а где-то, может быть, и техническим барьером для контрафакта, для той продукции, которая не соответствует этим стандартам, которые, возможно, поставляются в нашу страну на сегодняшний день. Уже по традиции, как и на любых форумах, которые проводятся на площадках, да, будут наверняка какие-то интересные выставки. Что там интересного, кстати, можно будет увидеть, узнать? Форум – это всегда выставка, да, то есть выставка будет… Мы будем принимать участие в выставке со своими стендами, да, то есть со своими испытательными возможностями. Я, наверное, скажу другое. У нас в этом году символично, что этот форум совпал по датам с Международной неделей качества. То есть в этот период, вторая неделя ноября, весь мир празднует Всемирную неделю качества. Да, то есть, и, соответственно, мы в рамках этого форума тоже будем проводить ряд мероприятий, которые будут направлены на пропаганду качества, но, наверное, основное мероприятие будет это подведение итогов федерального конкурса «100 лучших товаров России», где будет объявлено, кто будет являться победителем в этом году, по каким номинациям. Вот про 100 лучших товаров России. Насколько вообще актуально проводить такого рода мероприятия, такого рода конкурсы, да? Актуально, смотрите, наверное, актуальность, она характеризуется чем, да, то есть возрастом, то есть практически 30 лет этот конкурс уже существует в России, то есть я думаю, что навряд ли мы найдем конкурс другой с такой длинной историей. То есть сам конкурс, его история показывает, что результаты этого конкурса нужны не только ради того, чтобы в нем победить, да, то есть для каких-то других целей, да, то есть какие другие цели? Это товаропроизводитель, да, то есть он в рамках этого конкурса понимает все, что касается качества конкретного продукта, да, то есть, ради чего, собственно говоря, предприятие существует. Выпускать продукт, да, то есть быть востребованными, быть покупаемыми, быть конкурентоспособными. Вот этот конкурс позволяет предприятию это оценить, предприятие это оценивает, поэтому конкурс точно является актуальным. Вот, и я надеюсь, что он дальше будет только увеличиваться по количеству участников. Но конкурентоспособность у этого конкурса из года в год, по вашим наблюдениям, как вообще растет? Потому что конкурс называется 100 лучших, а предприятий с каждым годом становится все больше и больше, учитывая, что растем, так скажем, движемся вперед. Конкурс уникален тем, что он не ограничивает никак количество участников, да, то есть и любой тот, кто проходит этапы конкурса, да, то есть становится победителем, да, то есть, в разной степени, там есть серебряный, есть золотой, да, то есть, есть тот, кто уходит на следующий круг, на следующий год, да, то есть для достижения этого результата. Вот, ограничений по количеству нет, более того, мы напрямую заинтересованы, чтобы участников было как можно больше в этом конкурсе, и всячески работаем над тем, чтобы активный конкурс все. В России мы стабильно занимаем вторые и третьи места по количеству участников. Очень бы хотелось бороться за первое место. В этом году впервые, да, пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист по метрологии». В рамках этого форума, да, этот конкурс пройдет впервые. То есть это на самом деле конкурс, который в республике среди предприятий машиностроительного профиля, да, то есть он уже стал популярный, но мы его обычно проводим в мае, в преддвериях Всемирного дня метрологии. Мы как организация богаты на профессиональные праздники. Вот. И этот конкурс все больше и больше, да, то есть привлекает как предприятия, в первую очередь сотрудников предприятия, которые демонстрируют свои профессиональные навыки,
Вот то, что мы этот конкурс решили провести в рамках форума, это просто означает, что количество предприятий, которые могут принять участие, стало просто гораздо шире, чем предприятия машиностроительного профиля. Насколько нам известно, еще и в рамках этого форума будут награждения еще и журналистов, да? Которые освещают, собственно, те самые... Это одна из интриг, ну да, вы ее подсветили. То есть у нас в том числе одна из номинаций, которая в рамках форума, да, то есть рассматривает, в рамках конкурса рассматривается и награждается, да, то есть это на лучшую работу в области журналистики, да, то есть на освещение вопросов в области качества. Поэтому вас и ваших коллег будем очень рады видеть среди конкурсантов в этом конкурсе. Ага, спасибо, Сергей Анатольевич. И вот напоследок буквально еще раз напомним нашим телезрителям, где будут проходить этот промышленный форум и что интересного смогут там для себя узнать люди. Промышленный форум традиционно уже много лет он проходит неизменно на ВДНХ, да, то есть организатор Баскерская выставочная компания. Поэтому основные мероприятия, посвященные, проводящиеся в рамках этого форума, будут проходить на этой площадке. Но кроме этого, мероприятия будут проходить и на площадке УНИТа, и площадке НОЦа, да, то есть поэтому мероприятий в эту неделю будет в республике очень много. Сергей Анатольевич, спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Мне же остается с вами только попрощаться, но вы не переключайтесь и оставайтесь на телеканале БСТ.